Передышка. Так, мы что, все время будем идти по такой теме, да? Да. Это еще 15 километров нам так пехать? Да. А что вы не предупредили? Я бы от дома остался. Предупреждали, что это не прогулка. Что-то тяжелый маршрут, да? Это испытание. Тут не угадаешь. Всем доброе утро. Суббота сегодня, 9 февраля, 8 утра. Город кипит уже жизнью. Мы все собрались на автовокзале. Сегодня у нас Toyota Hiace. Поедем на ней. Куда поедем, позже расскажу. О, а кто это у нас идет? Я. Мария, передайте всем привет. Все рады вас видеть. Ну. Привет. Все собрались? Да. Давайте. Уже немножко опаздываем. Выходим из графика. Здравствуйте. Это наш самый основной логистик. Самый надежный. Все туристы ездят, все турфирмы, все туристы ездят только через его автодром. Самый удаленный. Федя можно? Федя. Вот. Очень приятно. Вот все теперь вы знакомы с самым лучшим водителем. Так что мы сегодня в надежных руках. Девушку возьмем с собой? Нижний Бестях мы... Не, ну мы же дальше... Мы едем через Нижний Бестях до достопримечательности Якутии Курулур. Кюрюлюр, правильно говорите? Находится на речке Менде. Это 80-й километр где-то, наверное. Ну 80 километров примерно ехали, да, от Якутска? И с Кюрюлюра мы уже пешком по руслу речки пойдем до железнодорожного моста. 21 километр, да, там маршрут? Ну, общая, да. Дороги там нету, там целина. Вот так вот красиво в Бестяхе здесь. Ездила я тут ночью, вперед днем. Просторы. В Нижнем Бестяхе все существенно дешевле, да, чем в Якутске? Да, потому что здесь же железнодорожная станция, она сюда приходит, здесь кончается. И поэтому доставка продуктов и различных товаров здесь дешевле обходится. И, соответственно, товар тоже дешевле. Решил в пуховике не идти, взял свою горнолыжную куртку. Говорят, если постоянно будем идти, в ней будет нормально. Так, у нас первая остановка. Что это за местечко такое интересное? Задабривать духов леса, да? Это что, подожди, если провалятся ноги в воду... Отскакивать срочно, не Отскакиваешь? еще ботинок не залило. Если ботинок не залило, поднимаете ноги, ну, чтобы... Вода стекла, да? Вода не попала. Да. Если же вода попала все-таки, да, не ждите, не геройствуйте, просто берете, переобуваете. Если нету валенок, скажите кому-нибудь. А мы идем по реке сейчас, по льду прям, да? Да, прям по А что если он захрустит, что делать? Если загрустить, не стоим на месте. Ложимся. Сосредотачиваемся. Имеется в виду, мы же будем кучкой ходить. Он не провалится. Просто вода может все. Разбегаемся. Вода может просто выбить воду и все, да? Там же... рост лёта. Да? Ноги натерли, что-то случилось, замерзли, сразу извещаете. Кто-то отстает, впереди идущего предупреждаете, чтобы был... В пределах видимости, да, кто-то? Видимости, да. Федя, в зоне видимости. Федя, оказывается. Что за мужик, да? Ехала, обнаружила. Ой. Мила, 10:30. а что у тебя такое вот это вот? Это чтобы не замерзло? А, это тейпы, да? Да. Их можно так вот натянуть на лицо? Да. Чтобы не замерзало, да, не обмерзло все? Круто. У меня тоже есть тейпы, я с собой привез. Да? Ну, для походов. А я не знал, что так можно делать. То есть берешь так вот тейп, натягиваешь, да, вот так. Ух ты, прикольно. Я правильно говорю название? Кюрюлюр. Кюрюлюр. Блин, как же красиво тут, а, зимой? За городом, я так понимаю, почти всегда солнце. Это якутский туман. Выезжаешь, и все, вон. Здесь низкая облачность. Все сломали.
В общем, вот мышка, здесь следы такие. Сейчас мы шли, ребята, мышка так вот пробежала и нырнула в снег. Пройдено 1,5 километра пока что. Тут в Якутске очень развит пеший туризм. Ребята, вот они собираются, ходят почти каждые выходные. Есть группа Суол. С нами идет ее руководитель Галия. Она, она водит группы. Кто-то сам собирается. Куча маршрутов вокруг Якутска есть. И в минус 45. Морозы такие. Все думают, что люди по домам сидят, никуда не вылазят. А тот, кто хочет активной жизни, вон, пожалуйста. Причем люди разных возрастов, разной спортивной подготовки. Женщин очень много. Мужчин почему-то не так, а вот женщин вообще. Вот мы сегодня, у нас два парня, я и Толик. Остальные девушки, группа. Кто мог подумать? Так что не надо говорить, что тут лютый мороз, делать нечего. Сидеть дома, смотреть телевизор. Хорошо, что у меня его нету. Когда нет телека, есть время на все. Ну, по крайней мере, на большее. А сейчас оно для меня очень ценно стало. Неожиданно. Иду и думаю, почему есть вокруг маленькие деревья. Только. Оказывается, это горельник. Тут в годах в 2000-х, да? Где-то горел лес, горело все. И вот молодежь растет теперь, новое поколение. Причем так густо растет, да? Тут будет вообще непроходимый лес, наверное. Да, по Якутске сосна это без. Без? Сосна это без по-якутски. А молодые сосны берджиге. Берджиге это молодые сосны. О. А у нас сосна и сосенка. Да. Три километра. Или 4. Ну, в общем, всего 5 километров до водопадов. Такие лирельки. Возобновлено. Классное приложение, оказывается. Чего я им раньше не пользовался. А, тут база, оказывается. Можно домики снимать? Да. И люди сюда приезжают и живут туда на выходные. Ну, летом. Ну, летом, да, отдыхать. Здорово. А там река уже, да, течет, что ли? Такие вот тут беседки. Можно приехать. Просто на денек приехать. Отдохнуть. Покупаться. Ну-ка посмотрим, что там у нас. Ой, это уже водопад, да, сразу тут? Менде. Вы ходили в прошлый раз по ней, в прошлые выходные? Когда с пещеры там. А? На этой реке такие особенности я первый раз увидела в прошлом году. Когда река сковывает льдом, и лед утолщается, вода под давлением вырывает, разрывает лед. И вот иди сюда, вот на реке встречается, смотри, то есть вот эта вот река. Вот, А это лед просто такой это лед, вздыбленный? и вот смотри, вот. Вот эта горочка, это Да, вот вздыбленный это лед? лед. Вон дальше, смотри, А, ничего видишь, себе. вон там Это то же такие холмы самое. здоровые, я думал, это камни. Нет, это не камни, это лед. И так вот, когда наверх поднимешься и посмотришь, там трещина буквально глубиной порядка 2-2 с лишним метров. И вот когда вот идешь, сейчас мы пойдем вот в ту сторону, это вот как бы вот водопад, вот это вот, да, и дальше пойдем как бы по реке до моста. И вот эти вот горы ледяные, они будут встречаться периодически. Вот это удивительно, я видела только на этой реке здесь. Ух ты, надо Она сейчас... просто маловодная. И там прям трещина видно, да, сейчас будет? Да, маловодная, но она под давлением вода Выбивает, да? вот разрывает лед и вот такими горами. Такой вот тут скальный берег. Блин, летом красиво, наверное. Иду! Вот так вот выбивает воду. И она застывает. Ничего себе, таких штук вообще никогда не было. И вот она вот. Да, я такого тоже никогда не видел. Тренировка приостановлена. Ну-ка, стойте, да блин. У меня эта девушка постоянно разговаривает, мешает снимать. Тренировка. Ой, здесь же вода пробивается, да? И вот это тоже вздыбленная вода, да, получается? Ничего себе, прикольно. Такая гора, да? Это они невкусные. Невкусные. Надо их на язык попробовать, как лекарство. Минеральная, да? Может быть полезны?
Организованная. Я попробую. Решили все покататься. Ну-ка, попробую. А если я языком лизну, я ж прилипну, да? Чуть не лизнул. О, красиво, а? Прикольная штука. У меня руки стали замерзать, да, ветер сразу чувствуется. Ага, ой. Блин, сейчас. Деревья даже в скале найдут, где корни пробить свои. О, тут, блин, одно место круче другого. Такие вот они, кудрявенькие. Ой, закуда не пролезешь. Тренировка возобновлена. Тренировка возобновлена. Идем уже по целинному снегу. Ребята впереди, кто идет, протаптывает тропу. Будем по очереди меняться, потому что впереди идти самое тяжело. По такому глубокому снегу очень выручает гамаши. Вот мне ребята купили за 300, там 320 было по скидке. Потому что я бы сейчас снегу набил бы в ботинки. А так вот идешь, нормально, ничего не набивается. Хорошая штука вообще. Я такие как-то заказал на Алиэкспресс лет 10 назад. Или 5, не помню. И так и не понял, как их использовать. А вот здесь все понятно. Так, ладно, надо как-то пробиться вперед. Разрешите. Пропустите. Это мне только жалко одного. Давай поменяемся. Я, правда, пока тебя догонял, уже запыхался. Вот, оказывается, вот так вот. Тропы-то нет. А я иду по тропинке такой, тра-ля-ля-ля, все хорошо. Потом до меня доходишь, это ты же тут топчешь впереди. Нормально? Ну давай, все. Я тебя сменю. Фу, блин. Чуть пробежался, спотел сразу. Запыхался. Ничего себе, 10 гораздо тяжелее. Прям чувствуется нагрузка. Так, мы что, все время будем идти по такой теме, да? Да. Это еще 15 километров нам так пехать? А чего вы не предупредили? Я бы от дома остался. Там, может быть, будет и поменьше. Предупреждали. Предупреждали, что это не прогулка. Что-то тяжелый маршрут, да? А, Это испытание на прочность. Не угадаешь. поняли? Я себя сегодня испытываю на прочность. Вот тяжесть. Женя, Анют, привет! Спасибо вам большое. Он теперь всегда со мной. И на работе, и в лесу. Поет меня горячим чайком. При таких физических нагрузках очень важно подкрепиться вот такой вот чем-нибудь таким калорийным. Вот это купи, вот это купи. Значит, мы по речке полкилометра только прошли, да, получается? 4,5 километра до водопадов, полкилометра по речке уже запыхались, да? Это круто. Посмотрим, что будет с нами дальше. Пока все веселы, да? Именно вот эти вот девушки именно так ходят. Вот, да, посмотрите, какие. Вот они, наши герои, да, и каждые выходные, через выходные. У меня такое ощущение, что я еще даже не представляю, что меня сегодня ждет. Что-то я уже запыхался. Ты нормально там впереди? Все, наконец-то я впереди иду. Протаптываю всем дорожку. Все за мной! Передайте привет всем нашим телезрителям и радиослушателям. Косули тут бегают, да? Косули, лоси, волков пока не видно. А, и лоси, да?
Волчьих следов еще не наблюдали, ну хорошо. Ну теоретически они могут быть, да? Волки. Ну нас много, ладно, они не полезны. А, волчьих следов куча, да? Ну это за мостом, мы-то идем до моста, правильно? Ну и ладно. Вот бы встретить кого-нибудь. Это лось, да, уже? Вот в таких местах надо аккуратней проверять лед, чтобы воды не было. Вот периодически нормальные участки. Тут уже идти хорошо. Сразу так облегчение ногам приходит. В этой курточке телефон умер. Она тоненькая. В пуховике носил нормально. Минус 45, он у меня только наполовину потерял заряд. А сейчас что-то он отключился. Ну холодно, надо его поглубже убрать. Вот за сильно обледенели, нормально? Нормально. Не так уж. Мало Тепло. еще, да? Тепло. Попозже поднимаем еще. А или сильнее не будет уже, да? Ну вот я специально надышиваю. Вот я иду надышиваю. Для картинки. Я-то уже эту тему просек. Если не дышать туда активно, то и не налипнет ничего. Но это же прикольно, когда ходишь с такими ресницами пушистыми. Пока снег не очень глубокий, но идти все равно уже запарно. А сколько мы прошли? Полпути нет еще, да? Не знаю, нет, какие полпути? Километров 7, да? А по времени сколько мы идем? 2 часа. Сосенка вон какая нависает. А если потрясти, они не упадут, шишечки? Нет, шишки нет. А то бы такой кадр получился. Лайфхак. Как отличить следы лося от следов косуль? Косули бегает вот так вот, а лось прокладывает лыжню. Вот это уже лось прошел. Так что сегодня мы стали все с вами немножечко умнее. А вот это у нас уже белочка поскакала. Ну что тут, стая лосей, да, пролетела? Ну, возможно, семейка. Проскакала семья. Во сколько они тут живут, это их территория. Они тут ходят. Один раз ходили, 2 раза сходили. А если мы с ними встретимся, это для нас будет опасно? Ну, это будет очень круто. Круто, да? Мы на них посмотрим. они Надо на успеть нас камеру только включить. Да, главное, чтобы Муру предупредить заранее, чтобы она не кричала: лось, лось! Она кричит: утки! В прошлый раз мы видели косу, и она как заорала, косу я чуть в обморок не упал. Не, мы же все равно шумно идем, он на нас не выйдет, мне кажется. Да, мне кажется, они за километр слышат. Уже сваливают. О, глубокий пошел. Ух, сразу дыхалка так. О, от глубокого снега напрягаться начинает. А это да, размывает берег, они падают, да? И ветер еще там, все дела. А сколько мы прошли? Сколько там показывает? Километраж какой у нас? 9500? Нет, в этом месте речка. Хочу туда. Сейчас у нас кругаля, ну, типа, по левой стороне. Надо успеть, пока не стемнеет. А я забыл фонарик еще. Ну ладно. Че они? Огурцы мохнатые стали. Они замерзли. А это плесень, может быть, нет? Это плесень Вот морская, такие морозная. походные конопушки у нас такие. О, спасибо. Туристическая еда, она всегда самая вкусная, потому что какая бы она ни была, аппетит такой зверский. Да. Не, жевать можно. Такой вот перекусончик у нас. Огурчик маринован, но очень в тему. Что, еще можно, да? Серьезно? Я с огурчиком с этим. Спасибо. А это уже свежие следы. Когда они прошли тут? Сегодня точно, да? Вот, прямо сейчас. Да? А как ты определила? Ну, снег еще не... Не насыпала Затвердел сверху, да? А, он еще мягкий там, да? Он мягкий. А, Он вообще даже не затвердел. это значит, они только что, да, вот там, ну буквально. Вот, Ну, В рамках часа, да, что-нибудь такое? погода, да, погода теплая, это возможно где-то 3-4 часа. А, До 4 часов. Было бы холодно, там за час твердеет. Вот эта корочка была. ага. За 30.
Это он запрыгивал, да, так? Вот, наверное, убегали, возможно. Да. Тревога. А, услышал, он тык-тык-тык поскакали, да, А туда? так бы спокойно. Может быть, стояли бы тут. А так семья, кажется, да? Вот здесь они паслись, видел, да, там сколько сезон. Там прям поляна тоже видно. А, да? Это вот там они кустики объедали, да? Что-нибудь такое. Круто. А как мы с тобой в самом конце оказались, что ли? А? Как мы с тобой в самом конце оказались? Не знаю, стоим, разговариваем. Берег мхом же покрыт. Они его так мох, да, объедают, объедает? Да, поэтому здесь их очень много. Ну, зимой всегда покушать найдут, да, лоси? Молодцы. Такие остановились так. А это у нас кто? А это снег. Это у тебя на шапке такие очки? Это шапка такая продается или ты сделала? Чуть-чуть. Все, уже начинается тяжко. Ноги болят. Уже так уже думаешь, блин, остановиться, передохнуть. А нельзя. Да? Пока идем, Надо идти, а то стемнеет. А я фонарик забыл. Фух. А мы еще половину даже не прошли, да? Ну, либо половину только, да? Только 5 по такой теме. И нам еще 10 по такой теме, да? А можно я обратно вернусь? Ну, жесть. Ну что, надо идти. Вот, получается, обратной дороги нет. Только вперед. И тут подключается уже бодрость духа в эти моменты. Правильно? Когда физуха сдает, выносливость, моральное состояние. Сохраняем позитивчик и идем. Ну, пока еще нормально, но уже так тяжковато. Фух. Как Толик сказал, впереди была вечеринка. Ребята потусовались. Неплохо, пообъедали вон. Откапывают траву и объедают ее. Так вот зимой лоси, косули питаются. Находят, да, еду. Лось. Лось. Он убежал туда? Он уже убежал, наверное, да? или, ну, без дорога, лосиха, да, скорее всего, услышал. Ну, уже, наверное, вряд ли мы сейчас найдем, да? Нам бы на всю семью не нарваться. Отец защищать начнет. Фу, да. А он понизу бежал или поверху? Наверх убежал. Тяжеловато. Оп. Кто тебе сказал, что Сколько? 11 700, да, мы прошли? 12 почти километров. примерно 10 еще впереди? Нет, молоком. Что-то он долго, глубокий, блин. Сейчас до конца будет такой, похоже, да? Когда второе-то дыхание откроется. Хочу поделиться впечатлениями. Раньше я слышал, что ходить по целинному снегу это тяжело, но как бы, когда об этом слушаешь, думаешь, ну да, наверное, ну что, я же хожу, наверное, там можно пройти. Но оказывается, каждый шаг уже дается с большим трудом, особенно когда ты идешь, пробиваешь его. Вот, еще один опыт хороший. Все надо на своей шкуре испытать, а не так слушать, гадать, кто что рассказывает. Вот сейчас мы от привала отошли. Сколько мы? Метров 200 прошли, да? От привала от нашего. И все попадали. И сколько нам таких по 200 еще? 40. Мы скоро придем. Да? Немножко осталось. Ну, отлично. Можно успокоиться. О, завал, дальше не пройдем. Система обычно какая? Когда идет группа, первый устал, отошел. Ну, по идее, так вот по кругу надо. И все равномерно распределять силы. Все, вот так вот мы обходим завалы. Потихонечку. Вот. Блин, вот так нельзя прыгать.
На палку наступил. Приветики. Ну как, все бодрячком? Да. Ну, гулять, понятно. Вы должны знать наших героев в лицо. Идем. Оп, я так просто маневр такой раз, обманочки, в конце оказался. В конце самое нормальное. Идешь, уже протоптано. Можно передохнуть. Как бы ни было тяжело, это все равно кайфово. Очень красиво вокруг. Правда, иногда забываешь смотреть. Идешь себе под ноги, уперся и думаешь, тяжело-то как. Ну ничего, дальше идешь. Что делать? Тренируем морально-волевые и физические навыки. Тяжко. Отчет какой-то по времени, по километражу, что у нас? Мы прошли 14. Максимальная скорость 6,6. Средняя скорость 3,6. Движение 3,54. Хорошо идем, да? Находимся на высоте 124 метра над уровнем моря. Это выше, чем город Якутск. Город Якутск почти на нулевой отметке стоит. Бесконечная целина это называется, да? Такие мысли интересные уже, что уже мечтаешь, когда бы просто дорога, да, идешь? А ее все нет и нет. И в ближайшее время еще не будет. По одежде угадал. Прям вот ровно. Чуть-чуть тепло, но не потеешь сильно. Получается, вот сверху вот эту одел. Бордовскую куртку. Под низом толстая, флиска тонкая и футболка. И зимние штаны. Потом просто треники под низ и термобелье. Нормально вроде все, дышит более-менее. На ногах Соломона эти. Пока навальники не сменил. Носков двое. Обычные и утепленные. Когда идешь, пальцами пошевеливаешь нормально. Но немножко пальцы подмерзают. Фух. Но это минус 35. Фух. Минус 45, наверное, уже валенки нужны. В этих уже будет отмерзнут пальцы. Но они не рассчитаны. Минус 32 экстрим по показателям. Не думали же производители, что я в Якутию у них поеду. В Питере же продавались. Кстати, вот так вот по прямым психологически сложнее ходить. Когда петляет речка, что на байдарках, сейчас вот такое же у меня ощущение. Постоянно меняется, как-то легче. А когда у тебя будет бесконечно вперед, и как будто бы не приближается ничего. Ну это как озеро пересекать. Большое. Гребешь, гребешь, думаешь, когда же он закончится. Оно все не кончается. Вот сейчас такое же примерно ощущение словил. Держитесь. Нормально, все бодрячком, да? Там есть место Керахату. Молодцы. Что, полтора? В общем, 3500, да, где-то нам идти осталось? Я вру.
5600 где-то. 5600. Сначала обнадежили, 5650 даже. 3500 и В 5600, общем, ну это 6 километров по речке. 6 км еще, да? Ну, да. Но мы можем на дорожку выйти там. Там будет несколько выходов, несколько мест выходов. Ну, вы сейчас подумайте, да, как нам лучше по темноте? Не-не-не. Посмотрим. Здесь вопрос в том, что чтобы выйти, надо через дебри продираться. Там снега еще больше. Не-не, есть не через дебри, есть там карьер. А, да? Ага. И вдоль карьера есть хорошая автомобильная дорога. А, через дебри-то не хотелось бы. Ну, кстати, Вот так вот А, туда вот да. напрямки. когда мы ниже ходили, на льде обходили же по берегам, Ага. и там эти лежанки, косуль, прямо вот свежие-свежие. Как тут близко дикая природа. Столкнулись с одной проблемой, что на морозе не работают зажигалки, оно и понятно. И вот я нашел выход из ситуации. Оп! Все, потерял выход. Понтанулся. В общем, зажигалка бензиновая на морозе горит. Просто не надо ее ронять в снег. По такому снегу 5 еще идти, да? 5 километров все. А я думал еще 3, все, 5. Рано радовался. Оказывается 5. Ну где 3, там и 5. Нормально, пройдем. Кто-то, конечно, скажет, а нахрена все это нужно? Ну, у каждого свой путь. И каждый сам себе его выбирает. Кому не нужно, тот и занимается тем, что ему нужно. А я ни о чем не жалею. Такие эмоции, которые я раньше не испытывал. Ну, были, конечно, моменты, а тут их в разы больше. Но мы, по крайней мере, увидели. Заснять я не успел. Два лося. А? Один большой, другой маленький. 2, да, 2 лося. Круто, круто. Маленький и большой, да? Мама и малыш, да? Да, коричневый, еще огромная такая. Круто, я увидел. Но пока моя камера оттупится, там ты-ты-ты. Пока включилась. Ну все, уже убежали. Как-то на лоб надеть. Клево, а? На лоб надеть и... Замерзнет она сразу. Я ж в кармане у грелки ее держу. Ой, подождемте, да. На лбу я дома одеваю. И бегаю с ней, готовлю. Я очень рад, что мы их увидели. Вода? Вода. Дай-ка я пройду. Что там, все? Идти нельзя, да? Сейчас у нас человек в сапогах пройдет. Ну по стороне надо, да, обойти? Мило. В сапожках. А, вот она уже, да? Близко, водичка. Вот так вот. В морозы, казалось бы, какая может быть вода. Что, поле или за Мило пойдем? Нету, пойдемте. Тоже вода, да? А-а-а. Вот с таким вот препятствием можно встретиться. Ну так интересней. Это, мне кажется, остров, и там за ним тоже вода. Ну, вот, наверное, да. Надо по дебрям идти, походу. С правой стороны давайте заберемся и по лесу погуляем. Вон там. Все 20 километров по целине. Мы не лоси, да? У лосей это проще получается, мне кажется. У лосей. У лосей ноги длиннее. Они просто заскакивают и все. Осторожно. Иди. Вот это, конечно, прикол. По лесу погуляем. По лесу вообще жесть идти. То есть мы надолго в лес? Нифига себе. Это такая большая территория, все наледи, да? Что, дойдем? Ну-ка. Ого. Кто бы мог подумать?
Обрадовались, думали, на дорогу вышли. Это дорога или что? Или просто так? А, дорога? Туда. Там есть дорога. А куда мы придем по ней? Там ночевать. По этой Посередине. Посередине растут эти цветочки, а с боков колесами принято. Дорога какая-то. А, да? Дорога. Это колесами именно ездят, да, получается? А как по дороге? Это та дорога, куда нам надо, да? Вот эта дорога, да. Вот эта дорога вот так пересекает речку. И туда уезжает. А, да? А вы здесь пересекаешь, что ли? Я думаю, сейчас мы так выйдем к этому. Так вышло, что обходя наледь, мы вышли на дорогу, на которую мы хотели выйти. Можно идти дальше по реке, к мосту. Но если там такие наледи будут случайно попадаться, сейчас уже стемнеет, мы их просто не увидим, и нам очень многие. А это будет жопа. Как впечатление от этого похода? Оно еще не закончилось. Ну, от процесса. Очень хорошо. Замечательно. Нормально, да? Все, Налить наконец-то. все взбодрились. В общем, с этой стороны дорога нас уводит куда-то в сторону, мы поняли. Сейчас идем вдоль речки. Думаю, может перейти, потому что ЖД мост вот туда. Речка в ту сторону ходит, дорога вот туда. Переходить не будем. Не, я не предлагаю. Нет, там вода. Везде вода? А куда мы? Ну, Не, если переходить, то по той, где переходили до этого. Только там. а это так до конца теперь налить, наверное, будет, да, уже? Да. Реки. Они все берега пошли. Все время вдоль речки, вот так поверх. Ну, пойдемте. Ну, тут же глубоко не провалишься, если провалишься. Нет. Это тонкий слой воды. Просто промочь ноги, да? Ну там здесь, да. Желательно поезжать. Нормально, идем, все? Ну давайте, а то у меня уже камера не берет, мне кажется, свет уже, темнота там на съемке. О, зато это не цивильный снег. Как приятно идти, да, по такой штуке? Нормально? Сейчас вечером похолодало, наверное, она схватилась. Вспомнил, что у меня есть телефон, который снимает лучше, чем GoPro в темноте. Идем по речке пока. Под ногами, конечно, похрущивает, но там не провалишься. Просто промочь ноги. А GoPro у меня вот такой вот кубик, мой любимый. Вот она очень удобная, клевая. Обычные GoPro я не очень люблю, но у меня ее не было никогда. Я вот увидел и сразу купил. С ним бегаю по городу. Его не видно особо. Можно ходить, снимать незаметненько из-под тишка. Все с фонариками. А я свой забыл. Что-то нашли. Жилое. Сейчас там дорогу, может, найдем рядышком. Пойдем по ней. Так. Я думал, мы привязаны, малыши. А они не привязаны. Все, я последний шел, да? В общем, это карьера тут. Сколько мы прошли? Не видно. Километра полтора тоже. Полтора прошли, полтора еще осталось, да? Да, примерно. Да. Ну понятно, мы на скидку. Ну пойдемте. Вот он, силуэт долгожданного моста. А за ним машина. Ноги уже еле идут, плечи отваливаются. Ну все, скоро будем в машине. Федя молодец, нам не дозвонился, проехать не смог, написал: я здесь не доехал. Я такой радости при виде машины давно не испытывал. Вот, ты молодец, ты прошел испытание. А это был сложный маршрут? Это был, да, это был сложный. Я молодец? Молодец, на самом деле. Все молодцы. Да? Все молодцы. Вообще. Вот так вот все внутри заледенело. Это вот холодное все, оно тебя выпирает. Надо брать запасную одежду, переодеваться, потому что это все оттает, намокнет. И
будет плохо. Будет мокро. Так, У меня тут итак, счетчик пути 23 километра, да, почти? Да, 23 километра. Ничего себе. Так, а теперь у нас самая вкусная часть нашего мероприятия. Все уставшие, голодные. Это просто круто, когда такая разнообразная пища. А кто-нибудь будет ряпушку, кстати? Ну что, все молодцы? Герои настоящие. Прошли 8 часов, 23 километра. Это просто... По колено. Да, по цельне. Но я первый раз такой поход ходил именно вот по зимой. Неплохо. Все ноет, все тело, я думаю, у всех. Это жестокая жизнь. Но зато все хорошо. Так что, если есть желание, По кругу еще отдавайте назад. в Якутске много туристов. Присоединяйтесь. Это очень круто. Взяли этих? Да, я взял. Котлетку у меня вот никак не могу съесть. Ну все. Фу, дополз до дома. Хотел просто вот ботинки снимать, хотел сказать, что, ну, в принципе, я в них так еще не ходил в поход. Вот. Они, ну, обычно ноги подмерзают. Минус 35 сегодня было. 30-35 там туда-сюда. В общем, ну, пальцы немножко в конце подмерзали. Ну, я так шевелил, вроде кровь разгонял. То есть, в принципе, ну, терпимо прошел все. Вот тут как бы такой толстый носок. И вот тоненький декатлонский. И сверху гамаши. Вот гамаши прикольная штука. Я что-то их первый раз ношу. Вот их одеваешь, чик. И по снегу вообще прикольно. Не загребаешь ничего. Снимается элементарно. Оп, все. Чик. Фу. Ладно, все, отдыхать.